Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок из курса «Человек и общество». Проведу его вам я, Лавринова Екатерина Вадимовна. На прошлом занятии мы с вами повторили и еще раз объяснили значение утверждения, что человек является биосоциальным существом. Поговорили об окружающей среде, как естественной среде обитания человека, узнали, что такое экосистема и какие типы экосистем существуют. Сегодня мы продолжим говорить о человеке. Именно человек станет объектом нашего сегодняшнего внимания. Тема нашего занятия – как человек познает себя, возможности человеческого организма. На сегодняшнем уроке мы вспомним, что такое познание, узнаем понятие и значение самопознания, выясним, что такое самооценка и какая она бывает. Еще раз утвердим ценность здоровья в жизни человека. Наверняка вы все слышали о таком литературном произведении Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Может, кто-то из вас читал книгу, а кто-то смотрел фильм. Давайте вспомним, в чем состоит сюжет этого произведения. Главный герой, Робинзон Крузо, потерпел кораблекрушение, смог выжить, но оказался на необитаемом острове в полном одиночестве. Что же помогло ему выжить на острове? Выжил он, ребята, потому что он знал, как можно добыть огонь, как построить жилье, как добыть пищу или как определить время без часов. Помог ему его жизненный опыт. А если мы на секундочку представим, что у него не было этого опыта, не было таких знаний, смог бы он прожить на необитаемом острове и выжить? Скорее всего, нет. На протяжении всех веков и тысячелетий существования человека он отличался любопытством. Множество научных открытий были сделаны именно благодаря ему. Именно благодаря любопытству были открыты многие законы природы. Есть легенда, что известный физик Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения в тот момент, когда рядом с ним, с дерева, упало яблоко. А знаменитый на весь мир ученый Дмитрий Иванович Менделеев увидел свою таблицу химических элементов во сне. Любые знания человек получает с помощью познания. Познание – это деятельность, направленная на получение, хранение, переработку и систематизацию информации. Всю основную информацию человек получает при помощи своих органов чувств – зрения, слух, вкус, обоняние и осязание. Информация, полученная путем познания, обрабатывается. Часть мы запоминаем, а часть, увы, нет. Усвоенная нами информация и есть наши знания. Получение знаний или познание реальной действительности – это ее отражение в сознании человека. Если познание осуществляется с помощью органов чувств, то такое познание называется чувственным. Вторую форму познания называют логическим или абстрактным мышлением. Чувственное познание окружающего мира. С помощью органов чувств мы познаем отдельные предметы и явления окружающего мира. Такое познание называют чувственным познанием. Объекты, которые окружают человека, воздействуют на его органы чувств. Таким образом, органы чувств человека – средства приема сигналов из внешнего мира для передачи их в мозг. При помощи органов чувств мы ощущаем аромат сирени, вкус пищи, тепло и холод. Следовательно, отдельные свойства объектов окружающего мира вызывают у нас ощущения. Каждый объект имеет не одно, а множество свойств. Поэтому объект мы узнаем не по одному ощущению, а по их совокупности. Например, круглый, желтый, мягкий,
ароматный, колобок. Из отдельных ощущений складывается целостное восприятие объекта. Восприятие — это целостное отражение объекта, непосредственно воздействующего на наши органы чувств. Оно складывается из отдельных ощущений. Например, лимон. С помощью органов зрения мы воспринимаем форму и цвет. Овальный, желтый. С помощью органов вкуса мы определим, что лимон кислый, а с помощью органов обоняния мы почувствуем его аромат, а с помощью органов осязания почувствуем, что на ощупь лимон твердый, шероховатый. Следует помнить, что восприятие индивидуально, то есть восприятие одного и того же объекта разными людьми может быть различным. Дерево зеленое, высокое, молодое, лиственное. Также мы можем описать предмет или понятие по памяти. Осень – золотая, теплая, дождливая. Таким образом, у человека формируется представление. Представление — это чувственный образ объекта, в данный момент нами невоспринимаемого, но воспринятого ранее. Возможности чувственного познания ограничены. Абстрактное мышление. Законы мира, сущность предметов и явлений, общее в них мы познаем с помощью мышления. Мышление — это сознательный процесс переработки и усвоения информации. Мышление отражает предметы и явления действительности и является высшей ступенью человеческого познания. Но человек познает не только окружающий мир, но и себя. Данный процесс называется самопознанием. В Древней Греции, в городе Дельфы, на развалинах храма бога Аполлона была надпись «Познай самого себя». Эти слова самые важные, самые ценные в жизни каждого человека, ибо именно с познания самого себя все начинается. Интерес к своему «я» человек начинает испытывать очень рано. «Я сам», — говорит трехлетний малыш, тем самым подчеркивая, что ему под силу сделать самостоятельный шаг. Подросток уже стремится найти ответы на такие вопросы, как «Кто я?», «Каков я?», «Чем я отличаюсь от других?», «Что я могу?». Познание самого себя предполагает исследование человеком своих способностей и возможностей, поиск того вида деятельности, который в наибольшей мере будет им соответствовать и помогать реализовывать себя как личность. Никакие блага не могут заменить человеку удовлетворение от правильного выбранного места в жизни, занятия по душе. А ведь многие люди и сами для себя загадка. Они не понимают своих поступков, высказываний, а иногда и собственных мыслей. Они могут часами разговаривать о своих родителях, братьях, сестрах или друзьях. Но если им необходимо рассказать что-то о себе, начинают спотыкаться на каждом слове. Если ты узнаешь себя, то сможешь быть честным с собой, будешь способным сделать выбор и принять решение, которое подходит именно тебе. Ты сможешь строить планы на сегодня, на завтра, на всю жизнь сообразно собственным представлением о себе. Целями самопознания являются раскрыть свои способности и возможности, изучить себя как часть природы, понять себя как часть общества или группы. Важной стороной самопознания является самооценка. Оценка человеком самого себя, своих качеств, способностей, особенностей своей деятельности. Вы можете оценить свои физические качества, практические умения, поступки, моральные качества. Самооценка может быть правильной или ложной, относительно высокой или низкой.
Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей, рождает неверие в себя, снижает удовлетворение от учебы, любимого занятия. Правильная самооценка помогает поверить в свои силы, выделить ту деятельность, в которой вы сможете достичь максимально высоких результатов, преодолеть все трудности. У каждого человека могут быть свои отличительные способности. Может быть, ты лучше рисуешь, чем твоя сестра, или решаешь примеры по математике быстрее, чем твой сосед по парте. Каждому из нас дарованы какие-то возможности и способности. Но не все и не всегда пользуются ими, часто ленясь прилагать усилия для их развития. Если же способности развивать, то они становятся талантом. Талантом называют способности, позволяющие в результате деятельности получать что-то, что отличается новизной, оригинальностью, своеобразием, высоким совершенством и общественной значимостью. Известный китайский философ Лао Цзы говорил: «Тот, кто познал других, учен, тот, кто познал себя, мудр». В ваших учебниках на странице 18 даются правила для самопознания. Первое. Научиться критически оценивать себя. Второе. Узнай свои способности. Третье. Определи уровень своих знаний. Четвертое. Подумай и определи положительные и отрицательные стороны своего характера, свои привычки. Пятое. Подумай о своем месте в семье, в школе, среди друзей и окружающих тебя людей. Для того, чтобы человек мог полностью реализовывать себя, ему нужно крепкое здоровье. У кыргызского народа есть пословица «Здоровье – первое богатство». Здоровье человека обуславливается как биологическими, так и социальными факторами. Род деятельности человека, условия его жизни, качество питания также накладывают отпечаток на здоровье человека. Здоровье. Издавна с этим понятием люди связывали и продолжают связывать свое благополучие, счастье, возможность полноценно жить и трудиться, растить здоровых детей. Природная среда дает человеку здоровье и материал для трудовой деятельности. Живя и трудясь, мы изменяем природу, а окружающая среда воздействует на нас. Однако нельзя допустить, чтобы за достижение цивилизации человек платил своим здоровьем. Сегодня нет сомнений в том, что окружающая среда и здоровье человека — неразделимые понятия, ведь природа — это необходимая среда обитания нас, людей. Так что же такое здоровье? Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, сокращенно ВОЗ, здоровье — это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков. Соответственно определению различают физическое, психологическое и социальное здоровье. Физическим здоровьем называют состояние органов и систем органов, жизненных функций организма. Под психическим здоровьем понимают состояние психики, характеризующееся общим душевным равновесием. Социальное здоровье — это система мотивов и ценностей, регулирующих поведение. Согласитесь, что для человека окружающей средой является не только природа, но и общество, которое живет по своим законам и правилам. Мы постоянно общаемся с другими людьми, вступая с ними в межличностные отношения. Общение может быть благоприятным, способствующим развитию личности, и неблагоприятным, приводящим к психическим перегрузкам и даже нервным срывам. Социальная среда иногда порождает условия для приобретения вредных привычек, которые перерастают в болезненные пристрастия, алкоголизм, наркомания и прочее. Все это приводит к таким опасным последствиям, как венерические заболевания, СПИД. Интересный факт.
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. Всемирный день психического здоровья — 10 октября. В современном обществе часто употребляется понятие «качество жизни», важной составляющей которого является здоровье человека. Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН еще в 1948 году, провозгласила: каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания его здоровья и благосостояния. Без чего не сможет прожить человек? Без воды, без еды и без воздуха. Об этом знает каждый. Вот только на Земле становится все сложнее находить места, где эти самые вода и воздух были бы экологически чистыми для нормального человеческого существования и не наносили вреда. Как вы думаете, ребята, что человек может предпринимать для укрепления своего здоровья? Давайте составим кластер. Я вам приведу следующие примеры. Например, человек может заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, спать по 7 или 8 часов в сутки, то есть иметь здоровый сон, полноценно и правильно питаться, также обязательно в рационе питания иметь витамины, соблюдать режим дня. Желательно также избегать большое скопление людей и обязательно соблюдать личную гигиену. Жизни — это способ жизнедеятельности людей в общественных условиях. Он складывается из стиля жизни, труда, быта, культуры человека. Сохранить здоровье можно только при здоровом образе жизни, поведении, направленном на укрепление здоровья и основанном на гигиенических нормах. От чего зависит здоровье человека? По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье на 50% зависит от образа жизни людей, на 21% от социальных и природных условий, на 19% от особенностей наследственности человека, на 10% от органов здравоохранения. Поэтому мы можем с полной уверенностью сказать, что наше здоровье в наших руках. Формирование здорового образа жизни должно начинаться с раннего детства и продолжаться всю жизнь. Некоторые люди считают, что тот же режим дня, то есть жизнь по распорядку, скучна и ограничивает свободу личности. Но это неверно. Необходимо придерживаться разумных правил, предусмотренных самой природой. А это и ритмы сна и бодрствования, труда и отдыха, приемов пищи и многое другое. Если человек живет по определенному режиму, его организм испытывает меньшую нагрузку, затраченные силы быстрее восстанавливаются. Наше тело — это наш главный инструмент. С его помощью мы можем выполнять все свои функции. Поэтому очень важно, чтобы тело всегда было в порядке. В первую очередь, им нужно пользоваться. Движение — это жизнь. Лучше и не скажешь. Возьмем для примера автомобиль. Если он стоит без дела многие годы, то покрывается ржавчиной и становится непригодным для использования. Так и наше тело. Чем меньше мы двигаемся, тем больше риск заболеваний. Давайте же будем ценить и беречь нашу жизнь и здоровье близких и дорогих нам людей. На сегодняшнем уроке мы с вами вспомнили, что такое познание, узнали понятие и значение самопознания, выяснили, что такое самооценка и какая она бывает. Еще раз утвердили ценность здоровья в жизни человека. На этом позвольте завершить наш сегодняшний урок. Спасибо за внимание и до новых встреч!